Ассаляму алейкум, севамли телесерджелер. В эфире самая вкусная и всеми любимая программа «Софрага Буйрнус». И я, как всегда, рада приветствовать каждого из вас. А мне уже не терпится представить героиню нашей программы, заслуженный крымский художник и педагог, руководитель ИЗО-студии «Этюд» Анастасия Зинченко. Художник – это не просто профессия, это призвание и талант, который дается не каждому. Эти люди способны переводить вспышки мыслей и оттенки чувств на холсты, создавая произведения искусств. Героиня нашей программы Анастасия Зинченко является заслуженным работником педагогического образования и знает все тонкости изобразительного искусства. На протяжении 20 лет она обучает и раскрывает таланты, передает свои знания молодому поколению. Сегодня современный художник вооружен огромным количеством средств выражения, о которых нам расскажет Анастасия Михайловна и поделится рецептом одесской кухни в программе «Софрага Буйрнус». Анастасия, здравствуйте, добрый день, рада вас приветствовать у нас в гостях. Здравствуйте, Селям. Я тоже очень рада присутствовать в доброжелательной, очень уютной кухне, поскольку я уже не первый раз на вашем канале. Так. Вот здесь я еще не была, поэтому как бы постигаем ваши тайны, вашей работы. Это очень здорово. Я думаю, что сегодня мы создадим особую интересную атмосферу на нашей любимой кухне. Попробуем. Да. А с каким рецептом вы сегодня к нам пришли? Ну, вы знаете, у меня по судьбе складывается так, что я живу в многонациональном Крыму. Второй родиной могу назвать город Одессу, поскольку я там провела и годы учебы, и, в общем-то, и у меня дочка там родилась. Так что Одесса – это моя вторая родина. Многонациональный город, как и Крым, и поэтому рецепты, они как бы неоднозначны. Нельзя сказать, какая-то кухня. Это одесский рецепт. Вот так вот. Да, наверное, рассказать, что для этого нужно? Да, конечно, давайте перечислим все продукты. Называется это по-украински налистники. Так. Прежде всего в основе блины. И дальше уже, конечно, наш фарш. Фарш идет совершенно любой. Говядина, баранина, куриный фарш. Обязательно, что нужно, много лука и много укропа в фарш. Немножко добавляем молока, ну и по ходу уже будем смотреть, что будет происходить дальше. Начнем тогда с блинов, с основы. Вот, для этого нам нужна будет миска, в которой мы смешаем наши ингредиенты. Это мука, яйца, молоко, немножко воды, ну и соль по вкусу. К этому блюду очень уместен соус, который, я думаю, знают, наверное, все национальности, потому что у меня, поскольку по бабушкиной линии родственники Северной Осетии, у них этот рецепт был. Я знаю, в татарской кухне тоже он есть, ну и в Одессе он шел как молдавский соус. Интересно, То есть что это за соус такой? Кефир, сметана, чеснок, укроп. Можно добавлять огурчики, можно... Ну вот мы сегодня будем без огурчиков делать. А вот вы сказали, что с мясом можно варьировать. А какое мясо предпочитаете вы в этом блюде? Ну, в принципе, телятина, говядина. Ну, такое, чтобы оно немножечко было не жирное. Вот все-таки я мясной. Понятно, но мы мясо тоже любим. Я буду заниматься блинами. Я тебе доверяю. Не очень женское любимое дело резать лук. Значит, смотри, наполовину разрезаешь и полуколечками. Так. Несмотря на то, что некоторые люди не любят нарезать лук, я почему-то его люблю нарезать. Я его тоже люблю нарезать, но ты знаешь, почему женщины не любят нарезать. Я высыпаю тогда муку. Хорошо. Разбиваем яйца. Сколько в среднем нужно яиц для блинов? Ну вот на такое количество муки, даже еще можно на большее количество муки, нужно 2 яйца. А сколько порций по итогу? Значит, вот если учитывать те пропорции, которые мы сегодня вот используем. Примерно из того, что мы подготовили, у нас выйдет где-то 10-12 блинов. Вот, и я вам скажу, что мы же готовим как дома, поэтому не экономим фаршик, так хорошо нужно положить, чтобы это все-таки, когда ешь, чтобы это чувствовалось. Так, теперь я добавляю немного молока. Можно делать блины на воде. Ну, молоко, оно придает и золотистый цвет, и придает все-таки немножко вкус другой, мягкость. Ну, как все молочные продукты, они имеют свою специфику. Анастасия, посмотрите, я правильно нарезала лук? Да, отлично. Будем знакомиться с вами ближе. Расскажите о себе. Я знаю, что с самого детства вы любили рисовать уже. Да, но у меня как бы было 2 пути. Поскольку у меня в семье очень много музыкантов,
Одна тетка на фортепиано играла, вторая тетка на виолончели, еще одна тетка тоже на фоно, она работала Обожаю директором фортепиано. музыкальной школы. Ну и как бы это было как бы необсуждаемо. То есть музыкальная школа, ну и плюс ко всему была художественная школа. Так. То есть детства как такового у меня не было, потому что школа – это все-таки не студия. Ты знаешь, что это много различных предметов, и каждый день приходилось ездить. И вот как раз у меня был выбор: или музыкальное училище, или художественная школа. Но поскольку все-таки композиторских таких данных я все не чувствовала, Но художественные чувствовали, да? да, то есть почему я выбрала художественное училище? Потому Так мы добавляем воду, да? чуть-чуть, да, совсем немножко. Хорошо. Ну, думаю, если я закончу музыкальное училище, я буду хорошим исполнителем. То есть своего я не чувствовала, что я могу что-то Так. создать. Вот. Исполнители тоже бывают великие, как Рихтер и Ну да, это многие тоже другие. Там есть прекрасный исполнитель Ерейска Виктор, ну и так далее. Ну а как же то, чтобы Вот. в душе что-то ёкнуло, что это твое? Вот ёкнуло в другую сторону, потому что все-таки, если я буду художником, я смогу делать что-то свое. Не только как бы рисовать с натуры, но и воплощать какие-то свои идеи. Ну, в общем-то, что я и делаю. Совсем немножко соды. Опять же, чтобы немножко мягче тесто было. Такой разрыхлитель своего рода. Все-таки хочется, чтобы блины были нежные. Так, да, я повторю для телезрителей. Мы замешали муку, яйца, соду, молоко и воду. И немножко соли. Щепоточку соли. Обычно, когда вы готовите, придерживаетесь ли вы пропорций? На глаз. Все на глаз. Художник, какие вы что, все на интуиции, все интуитивно. С этими блинами, кстати, очень интересно, с этими налистниками была связана история. Расскажите. У нас при Украине было консульство Российской Федерации, и вот как раз консул Российской Федерации, он уже как бы уезжал в Москву, уходил в отставку. Ну и я его знаю, поскольку он был ценитель искусства, я его портрет писала, ну и как бы вот так вот мы разнакомились. И он как-то попробовал вот эти блины, а ему проводы нужно делать, то есть он говорит: так, знаешь что, Настя? Говорит, будем делать у тебя. Я говорю, как? Вот так. И, в общем, вот так вот эти блины сыграли такую шутку, что мне, ну, были, конечно, помощники, пришлось вообще накрывать такой стол. Много блинов приготовили? Да, но там кроме блинов еще было что. Готовить вы любите, да, значит? Да. А почему такое название «налистники»? С чем оно связано? Ну, слово «лист», Мгм. на лист что-то намазываешь. Так. И вот поэтому, потому что налистники можно делать и с мясом, можно делать и сладкие, можно делать с чем, и с творогом, с грибами, Я все сейчас что. подумала, фруктовые начинки, это тоже, думаю, вкусно Да. в качестве десерта, да? Да. Вот. И Здорово. главное не делать сладкие блины. То есть они должны быть пресные. Если ты делаешь просто блины, тогда другое дело. Можно послаже их сделать. Но в основном я делаю почти пресные блины, чтобы уже действительно чувствовался вкус начинки. А здесь просто мягко нежное тесто. А почему этот рецепт именно одесский, хотела бы спросить? А потому что здесь смесь. Ну, блины такое как бы общеславянское блюдо. Фаршируют все. Мгм. И молдаване, и евреи, и армяне, и грузины, и татары. Ну, кто не фарширует, Так. правильно? Вот, зелень. У нас на юге, я считаю, что Одесса же тоже юг, естественно, много зелени, поэтому обязательно и чеснок, и укроп. Это все должно быть. То есть вот эта специфика такая южная. Такие отличия. Лук я нарезала. Что я делаю с ним? Ну, теперь будем смешивать с мясом. Добавляем туда же лучок. Вот так вот, понимаешь, чтобы он немножко рассыпался. Давайте помогу. Если готовим, тогда по-настоящему. Да, кухня должна быть домашняя. Да. И что я делаю с этим? Так, теперь добавляем сюда молока. Везде добавляется молоко. Да. Теперь ты нарезаешь весь укроп, половина пойдет сюда, половина пойдет в соус. Добавляем соли. Возвращаясь к выбору профессии. Как развивалась дальнейшая ваша жизнь? Вы не пожалели о своем выборе? Нет. Очень тяжелый был первый курс училища художественного, потому что я поступила в наше училище имени Самокиша. Так. Очень тяжелый, ну, как и во всех нормальных учебных заведениях, первый курс самый сложный. Да-да-да. Э, Это не школа. Да.
Ну и дальше училище я закончила, и как-то закончила его с красным дипломом, и был Молодцы. выбор или сразу в институт, но так хотелось уже самостоятельной работы, и несмотря на то, что я закончила живописное направление, Так. вот, ну, мне немножко помогли, я устроилась в художественный фонд оформителем, Мгм. чему несказанно рада, потому что я пару лет проработала, Я думаю, что это и хорошая школа, да? школа еще одна, потому что оформительская, ну сейчас это называется дизайн, а раньше это было просто оформительское направление, которое подразделялось там на книжную графику, на промграфику, на все остальное. И я вам скажу, что и шрифты, и все, что нужно, я там прошла, и умение вырезать эти шрифты, и закатывать, и компоновать. Ну, там немножко другое. Вот. А после этого я вот как раз поехала в Одессу, поступила в университет. Вам было несложно оставить все и поехать в Одессу? У меня как-то, вы знаете, так вот складывается, что вот я вот сегодня я не хочу поступать, а тут я поработала, думаю, пора. Поехала и поступила. То есть морально вы были уже готовы, да? Да, все, поработала, тут попробовала, оскомину сбила, думаю, пора опять поучиться. Да, нужно двигаться дальше. Да. Ну и дальше уже моя любимая Одесса. Вот. Любите город этот? Очень люблю, у меня очень много знакомых. Чем вам нравится этот город? Чем он вас привлекает? Ну, во-первых, колорит, разнообразие, то есть даже вот вокзал одесский, то есть ты не проезжаешь как бы мимо вокзала, а ты в вокзал упираешься, поезд, все, дальше дороги нет, дальше Одесса. Интересный момент. Ну и, конечно, архитектура. Но, тем не менее, море есть море, Одесса есть Одесса, и я успела пожить в старых дворах. То есть то, чего практически сейчас нету. И у нас все праздники, ну, как бы это не был праздник, допустим, лично моей семьи. Это был праздник двора. Это столы накрывались, у нас там вишня шикарная была, под вишней это все стояло. Что бы ни происходило, похороны, свадьбы, все в одном дворе. Все столы, все вместе, то есть двери не закрывались. Вот эти палисаднички у каждого свой. И вот ты понимаешь, вот это вот ощущение какой-то Целостности, да? целостности, легкости, добродушия вот такого. Конечно, уже потом дворы пошли на расселение, ну, Вы добавляете масло? да, чуть-чуть, да. Половина зелени я добавляю. И сюда. Хорошо. Половина в тарелочку. Мгм. Здорово. Анастасия, мне очень нравится, как вы все так рассказываете. Интересно, очень много историй. Это здорово, конечно, когда жизнь такая насыщенная. В роду у нас так повелось, потому что у нас, как бы начиная с моих родителей, у меня отец военный, вот, он закончил МАИ, кстати, тоже с красным дипломом, московский авиационный, и он, Вот в кого дочка пошла. да, ну да, только я ракеты не запускала, а мы полжизни прожили на Байконуре, то есть в Казахстане. Отец ушел в отставку, то есть там уволился по состоянию здоровья в запас. И мне было 14 лет, хотя мы жили частично здесь, частично там. Но когда отец уже оттуда уезжал, мы с мамой поехали. И вот своим ходом мы возвращались через всю Среднюю Азию. Наша сковородка уже нагрелась. Предлагаю вам перейти к обжариванию блинов. Да, мы сюда капнули немножко масла, но чтобы блин не был сильно жирный, мы просто сливаем обратно. Так, и И теперь... теперь наливаем блин. У нас нету задачи прямо до конца довести, чтобы они прямо совсем золотистые были, потому что у нас еще вторая обжарка будет вместе с Ага. маслом. Хорошо, главное, то есть, чтобы они при первом обжаривании приняли форму. Анастасия, помните ли вы свою первую работу? Да, помню. Мне было года 3, я разрисовывала книжки. Главное, что не стены, не обои. Да, в книжках, там где первая страница, Ага. титульный лист, я рисовала свои композиции совершенно. Так. То есть не просто разрисовывала, а придумывала там, я не знаю, какие-то игрушек, там, людей рисовала. Вот Целый это... сюжет, да, в общем, Да, у вас? да. То есть композиция, вот почему я говорю, что я выбрала именно художественное, что я Так. могу что-то свое придумывать. Вот мы начали говорить про вот эту поездку, Да. когда С мамой по Азии, да? с отцом, да, и мы ехали своим годом. И можете себе представить, мы ехали в октябре, самое такое время. То есть мы проехали Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию. В общем, ну, это полстраны, можно сказать, объехали. И у меня, конечно, воспоминания о Средней Азии – это что-то То потрясающее. есть сохранились, да, в памяти? Да, когда ехали через Каракумы, там стоит табличка, можно ли заезжать или нельзя, потому что когда ветра, то есть дорогу перекрывали, потому что там пески, действительно, барханы. Я была в Египте, я ездила через Аравийскую пустыню. Все такое, наверное, серое. Аравийская пустыня, она больше как степная, все-таки там какая-то растительность, а здесь именно песок.
Я там видела варана настоящего, он как действительно царь вылез на этот бархан, он так все это обсмотрел медленно и ушел. Ну, в общем, и, конечно, Узбекистан. Перевернули, какая красота. Узбекистан мне запомнился, конечно, но мы не могли проехать мимо Бухары и Самарканда. Мы сделали крюк, мы заехали. Конечно, мы все посмотрели. И вот это восточное гостеприимство в любой республике. Спрашиваешь, как проехать, вот я помню, особенно в Узбекистане, как проехать там через город. Зачем вам ехать? Заезжайте домой. И живите у нас, да? Все приглашают просто вот настолько. Кто бы мог подумать, что когда-то какие-то начнутся мысли о какой-то там вражде. Потом мы на пароме в Азербайджан приехали, Так. переплыли Каспий. Какой вы путь проделали? Да. Сколько времени вы затратили на это все? 5 дней. Да, с заездами надо же было все увидеть. Когда еще... Такая возможность будет, да? Никто не знает. В Азербайджан, когда приехали, тоже на всю жизнь запомнила. Мальчишки вдоль дорог бегают и продают гранаты. Это в каком году было? Ну, это мне было 14. Ага. Но это было давно. Так. И я не забуду. Вот у них достаточно Настоящие, да, большие большие. ведра. И вот такие гранаты ты берешь, он в руках разламывается. То есть, ну, это вот просто сказка, восточная сказка была. Вот как-то вот, да, и дыни. Я помню город Черджоу, там вот эти вот дыни были. А кухню пробовали разных национальностей? Да, конечно. Честно говоря, больше, плов понятно, потому что мы не могли мимо узбекского плова проехать. В Казахстане, я не помню точно, как называется, баранина в горшочках как-то, очень вкусно тоже. В Грузия, это, конечно, мы заехали в кафе, и без супа харчо мы не могли уехать. Это их изюминка, национальное блюдо. Да, так что и вот так вот, и вот с тех пор, как говорится, Здорово. в ту сторону мы не ездили, к сожалению, но, может быть, еще получится. Все впереди. Ездить, да. Так что вот так вот и путешествую, можно сказать, с детства, и потом Одесса. И из Одессы мы ездили в Молдавию, конечно, то есть уже этот регион осваивали, Украина. А вот на сегодняшний день у вас есть в планах куда-то поехать, посетить какую-то страну, в которой вы очень хотите побывать? Да, конечно, хотелось бы больше восточные страны посмотреть. Вот и Индия, вот Просто такие, туда, да, больше экзотика, тянет? да. Потому что, в Чехии я была, готики я насмотрелась уже. В Турции я была тоже не один раз, и, честно говоря, вот как-то Турцию воспринимаешь как будто к себе домой. Вот такое ощущение. Как Крым, да? Что-то очень, особенно Стамбул напоминает. В Египте, конечно, отличается архитектура. Египет вообще своеобразная страна. Конечно, вот Индию бы хотелось посмотреть. Как-то вот такие страны. Яркие, да, Филиппины поехать, да. Вот. Анастасия, вот такие поездки, что дают для художника, для творческого человека? Какой отпечаток они оставляют? Дело в том, что даже если ты сиюминутно не рисуешь, когда ты там находишься, то дело в том, что оно в голове откладывается, и этот процесс, вот знаешь, как в компьютер заложил, и там программа работает, а потом раз и что-то выдает. Да, в качестве архива, да, какого-то? Да, и потом раз, и вдруг тебе что-то хочется написать. Была у нас такая галерея КЭП. Ага, что такое? Действительно слышала. была маленькая, не слышала. Да, не слышала. Нет. Это во второй музыкальной школе. Это возле Совета министров на Жуковского. Там была очень хорошая галерея КЭП. И вот там как раз художники выставлялись. Показывали свои работы? Да, очень интересно было. Искусствоведы наши собирались. И как раз вот там была выставлена работа по Каиру, по пирамидам Гиза. Ты знаешь район Гиза, там, где пирамиды эти находятся. Кстати, мы ехали очень рано утром мимо этих пирамид. И они такое все бледное было, где-то в 5 утра. А мы ехали в Александрию. То есть 2,5 часа от Каира. И вот заехали на эти пирамиды, конечно. Но оно что-то вот такое мистическое, произвело впечатление какой-то такой сказки. Потому что вот так вот на вдохе можно было на это все на одном смотреть. Дыхании, на одном дыхании, да. Так что впечатлений, конечно, очень много. Это хорошо. Так быстро пролетело время, а у нас уже последний блин. Главное войти в этот ритм, да, и вот один за одним готовить. Можно даже не останавливаться, можно еще завес и по новой. Да, что тут мука, все тут было. Вы говорили о первой работе, вы рисовали на книжках, да? А профессиональная работа? Это уже училищная, студенческие работы. У меня кое-что даже осталось. То есть это уже одна творческая работа, как я ее считаю. Я писала портрет однокурсника, но уже вкладывая там и фон уже другой, не просто с натуры, а уже совмещая все уже и фантазию, и образ.
Вот оно у меня дома висит, как бы так и осталось. Вы ему не показали? Да он уехал. Так, Ильиночка, ну, Да. блины мы нажарили. Я думаю, их теперь надо начинить. Хорошо, тогда переходим к Переходим. начинке. Собственно, мы уже здесь. С чего начинаем? Давай так, разделим фронт работы. Я занимаюсь мясом, ты занимаешься соусом. Всеми любимым соусом. Всеми любимым соусом. Значит, я тогда буду перемешивать. Спасибо тебе, ты очень хорошо все нарезала. И вам спасибо за такой Да. замечательный рецептик. Смотри, твоя задача соединить кефир, сметану, потом чесночок, укропчик, и все это хорошо перемешать. Хорошо, я думаю, что с этим заданием я точно справлюсь. Анастасия, я хотела бы вас спросить о студии. Изо-студия «Этюд». Да. Как давно вы работаете в этой студии? Ну вот уже больше 20 лет, был юбилей. Выставку сделали отчетную, ну как скажем отчетную, юбилейную в библиотеке Франко. Ну и все, жизнь продолжается. Рубикон один пересекли, теперь продолжаем дальше. Теперь ждем 30-летия, да? Давайте до 25-летия доживем. 25-летие? Уже Хорошо. это знаешь, когда молодые люди, Ага. ой, быстрее, там, 15 лет, побыстрее бы, побыстрее бы, да. Сейчас уже нет, не надо. Уже внуку 7 лет, уже вот летом 8 будет. Не надо, он бы Куда ты летишь время, да? такой был маленький, хороший, а тут уже 8 уже большой как бы. Какая возрастная категория в студии в основном? От 7 и до 18. Так, дорогие телезрители, обратите внимание, я смешала сметану, кефир, добавила зелень, и теперь я добавляю чесночок. Ну, а я смешала фаршик. Нам нужно разбить 4 яйца. Так. Для чего? Чтобы сделать такой кляр. Угу. Добавляете ли туда специи вот в этот кляр? Можно чуть-чуть, потому что я немного добавляла мяса, фарш, поэтому можно сюда тоже добавить. Сейчас мы вот так немножечко взобьем. Красота. Знаешь, я всегда летом, я живу в квартире, как бы так получилось, и всегда вспоминаю бабушкин дом. А они приехали после войны из Анапы, то есть вообще они с Северного Кавказа у меня по маминой линии. Попали в Саки, и вот был дом, вот с детства я помню. Для меня лето – это, конечно, бабушкин дом. Это и летняя кухня, вот то, что во дворе. И ты знаешь, вот у меня всегда вот эти воспоминания, вот это вот лето связано только с двором. Я тебе говорю, когда я жила в Одессе, у меня был полисадник. Для меня Напоминаю, арочка, да? виноградный стол был, естественно, во дворе. Анастасия, посмотрите, как вам соус? По-моему, все удалось. Даже пробовать не буду, я так на глаз вижу, Ага. что все красиво. Ура! И уже займемся окончательным этапом. Хорошо. Так, наша сковородка уже нагрелась. Наливаю масло. Наливай да? масло. Здесь ты уже можешь не стесняться, можно побольше. Значит, мы берем фаршик с лучком. И вот так на пол блинчика мы красивенько распределяем. Чебуреки напоминают. Я же говорю, да, это такой одесский вариант. Есть ли у вас любимые блюда? Ой, у меня все, что с мясом связано. Так я вижу, что вы макаете в кляр, да? Да. То есть можно варьировать, можно без кляра, а можно А мы с сейчас кляром. такой эксперимент проведем. Мгм. Один без кляра, А второй второй с с кляром. кляром. Анастасия, хотела бы вас спросить, в каком направлении вы в основном предпочитаете рисовать картины? От настроения. Ну, понятно, без академической школы я вообще считаю, что это обязательно. База должна быть академическая. Ну, вот, потому что у нас молодежь иногда как бы кидается в такие крайности, то есть не зная толком основ. Например, какие ошибки они могут допускать на начальных этапах? Для того, чтобы даже стилизовать портрет, для того, чтобы стилизовать фигуру, нужно знать основы. Тогда это будет, Это как помнишь, скелет, да? работы Пикассо. Поначалу он же был очень хорошим реалистом. То есть он же писал, он знал анатомию прекрасно. Да. И когда он уже перешел к своему направлению кубизма и всего остального, он мог что угодно делать, но оно смотрелось, потому что у него база была, основы композиции и всего остального. Вот. А когда Да, без нет, этого, да. тут получается идет такой, знаешь, кич. Ты понимаешь, вот да, я вот уже стильный художник, понимаешь? А по сути, ты ничего не умеешь. Себелюбие есть самолюбие. Вот себелюбие, когда человек себя любит и говорит, я хорош во всем и так, и ничего не делает. А Вообще здорово, когда человек вообще ничего не говорит, а за него говорят его работу. да. Анастасия, расскажите о своей семье. Я знаю, что у вас есть дочка Да. и внучок. И внучок, и зятек. И живут они у меня под Казанью. И я поехала, когда туда
Я обалдела, конечно. Совсем другие пейзажи. У них там Волга в разливе, эти лодочные станции, вот эти дома деревянные с наличниками, потом везде эти калины, лодки перевернуты. Вот Хорошо, ну а всё. внучок пошел по вашим стопам? Пока он еще как бы в раздумьях. Ну, то есть как бы я не заставляю, потому что я считаю, нету смысла заставлять. То, что вот с чем я сталкивалась, у нас есть такие активные родители, я каждый раз об этом говорю. Этот бедный ребенок, он света белого не видит. Вот есть возможность водить везде? Ага. Везде. И дитё приходит у меня, допустим, Уставший в 7 приходит, часов да. вечера у меня занятие. Вот приходит 8-летний ребенок, он уже на имя не отзывается. Я думаю, с мамой говорю, зачем ты издеваешься над ним? Английский, танцы, все. Шахматы, гимнастика, потом эти карате, потом еще астрономия там рядом. И я не думаю, что это приносит пользу. Да, нужно знать меру, я думаю, в Да. этом деле. Дорогие телезрители, посмотрите, какая красота у нас получилась совместно с Анастасией. Замечательные налистники. Анастасия, вы довольны результатом? Да, получилось так же, как дома, но немножко другая обстановка. Но, Так. в принципе, общение с такой прекрасной ведущей, конечно, оно не Спасибо, может это взаимно. оставить. Да, взаимно. А как подается это блюдо? Оно подается с любым соусом. Но мы сегодня сделали определенный соус. Так, Вот, мы его можем наливать да, креманку да, специально. в креманочку. И вот так вот с этим соусом есть. Анастасия, хотела бы у вас спросить, что для вас главное в жизни? Чем вы руководствуетесь? Знаете, как не опускать руки никогда. И я все время говорю, это уже как бы у меня так коронный уже ответ. Никогда ничего, как говорится, у Всевышнего не клянчить и не ныть. И не говорить, что мне сегодня все плохо. А прежде всего благодарить. Вот ты вышел, сегодня солнце светит, вот я сегодня к вам ехала, все хорошо. То есть нужно прежде всего быть благодарным. И тогда все будет получаться, и никаких проблем не будет. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости, поделились таким рецептом. Я о таком рецепте слышу впервые, честно признаюсь. Мне стыдно, правда, но говорю правду. Мне было очень приятно и с вами пообщаться, конечно, и побывать еще раз на студии «Милет». Да. Вот. И, конечно, рецепты обращайтесь. С удовольствием буду делиться. Мы всегда вас будем рады видеть. Спасибо большое. А теперь мой самый любимый момент. Ваши наилучшие пожелания нашим телезрителям. Мирного неба над головой, хорошего настроения, отдыха, потому что поскольку у нас лето, я считаю, что вот когда же еще отдыхать, если не летом? Пожалуйста, отдыхайте, набирайтесь сил, не торопите время, и все будет хорошо. Здорово, какие замечательные слова. Желаю вам творческих успехов и новых побед. Спасибо. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Готовьте с нами, готовьте лучше всех. С вами была Эльвина Чекиева и Анастасия Зинченко. Аштат Ваусун, Корыш Кенче.